Трасса Таврида буквально отрезала несколько сел от цивилизации. Это село Кентугай, Литвиненково, Конычи, Владимировка и другие. И это не громкие слова. Дело в том, что вся инфраструктура, детский садик, поликлиника и даже банкоматы и аптеки находились только в Зуе. Раньше жители этих сел могли напрямую проехать в село, а сейчас им приходится объезжать. Сложившуюся проблему местные жители поднимают уже не первый раз. Еще в январе местные чиновники обещали донести ее до руководства республики, но до сих пор ничего решено не было. Объезд отнимает у жителей больше времени и денег, ведь общественный транспорт по такому пути не ходит, а такси – недешевое удовольствие. Нам сейчас надо выезжать из села Литвиненково в сторону Симферополя по разъезду. Это 2,5 километра в одну сторону. Потом возвращаться в исходную точку за улицей, за перекрестком на улице Речной. Это еще 2,5 километра. И потом, когда мы ехать, допустим, в садик, нам нужно вот верхний садик, новый, только что открывшийся, еще нужно 2 километра проехать в садик, обратно. Также в больницу получается. А заезжать обратно нам нужно 3 километра ехать в другую сторону, в сторону Крым-Розы, и возвращаться опять 3 километра до нашей, это только до трассы, до Литвиненковского перекрестка. Это еще не считая того, что у нас 3 километра до Литвиненкова и 10 километров, соответственно, Новожиловка. Да, к сожалению, пришлось бросить работу, так как тяжело стало возвращаться домой. Зуя перекрыта, Литвиненково перекрыто, остановок нет. Автобусы за жителями сел не заезжают и на трассе тоже не останавливаются. Для этого не построили остановки. Часто жителям приходится идти пешком, а это небезопасно. Нужно переходить оживленную трассу без пешеходных переходов. Тем более, что там сейчас ведутся дорожные работы. Больше всего страдают мамы с детьми. Ну вот скидываемся в несколько человек, детей в садик везем, мы собираемся в одну машину на свой страх и риск, потому что, сами понимаете, по 5-6 детей, маленьких только сзади у нас, получается, сидит, чтобы привезти их в садик. Подвоза никакого нету, потому что нам сказали, федеральная трасса, пересекать автобусом нельзя. Мне пришлось заказать такси, чтобы отвезти ребенка в детский сад, так как в это время не было транспорта. Доехали мы в поликлинику, нас врач осмотрела, дала назначение, но тоже мы на автобус не успели и пришлось с ребенком идти пешком. Мы переходили эту трассу, это неудобно, это опасно, никто не останавливается. Наши же чиновники, как планировали, сделали, что говорили, а что тут такого, на 3 минуты позже надо попасть в Зую. А что такое 3 минуты в одну сторону, 3 минуты в другую сторону, 6 минут. А если у человека инфаркт, как за 6 минут человека можно спасти? Если раньше можно было на трассе выйти или добежать до трассы этот 1,5 километра, перебежал через трассу, и ты уже побежал куда-то в аптеку или куда надо. А сейчас нам, чтобы попасть в Зую, нужно 15 где-то километров. Получается, мы едем через Сакино-Майнаки. Почему так нас везде, вот сколько едешь, смотрю, в Кленовке развязку сделали, Донское, там Мазанка, а нас 5 сел как выбросили за борт. Болею сердцем, у меня сердце больное с рождения. Я постоянно на таблетках. Мне купить вот просто за 15 рублей корвалол, мне нужно ехать в Зую, потратить 5 литров бензина, чтобы купить этот корвалол за 15 рублей. Нам перекрыли кислород. Позавчера умерла тетя, вот сегодня были похороны. Мы 2,5 часа ждали скорую. Их нет, они не могут приехать. Глава администрации Зуи Андрей Лахин утверждает, что изначально, когда проект Тавриды только создавался, планировалось построить развязку на том же перекрестке. Но для этого якобы нужно было снести несколько домов в Зуе. После протеста владельцев этих домов проект изменили без согласования с жителями Кентугай и остальных сел. Первую карту, которую нам дали, мы ездили в Автодор, как он называется? Крым Автодор, Транс. Мы ее согласовали, и развязка была здесь. После этого, когда начали строить, мы ждали долго. Где-то в интернете там кто-то написал, что задевает 12 домов и так далее. Посмотрели на это, закрыли развязку и сделали 2 других. Никто не проводил слушаний, нигде никаких собраний не проходило.
Детский сад в селе Кентугай решил бы хотя бы одну проблему жителей. Детей не пришлось бы возить в Зую. В этом году власти обещают закончить проект строительства садика, а к концу 2020-го он уже должен быть сдан в эксплуатацию. Что касается дорожного переезда, в понедельник Минтранс вместе с подрядчиками Тавриды проведет заседание с главами сельских администраций для согласования дорожных развязок. Андрей Лахин обещал не подписывать проект, пока пожелания жителей Кентугая и близлежащих сел не будут учтены.